Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Без обозримой даты запуска. Когда же заработает новый полигон твердых бытовых отходов в селе Кацыкыт? Спецрепортаж программы. Недостаточно просто обсудить проблемам сохранения абхазского языка и апсуара был посвящен круглый стол в Абиге имени Гулия. Жизнь подобной вспышке молнии. В фонде абхазского языка прошла презентация книги «Белые птицы», посвященной работам талантливой переводчицы Дианы Гумба. Более 708 миллионов рублей выделено в первом полугодии на выплату пенсий, пособий и доплат. Председатель пенсионного фонда Денис Гулари доложил премьер-министру Александру Анквапу об итогах работы за первое полугодие 2024 года. С января по 1 июля на выплату пенсий, пособий и доплат пенсионным фондом направлено 708 миллионов 342 тысячи рублей, что на 83 миллиона 696 тысяч рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. За первое полугодие 2023 года было выплачено 624 миллиона 646 тысяч рублей. Уполномоченный по правам человека в Республике Абхазия Анна Скишмария 17 июля направила запрос начальнику Государственной службы охраны Республики Абхазия Дмитрию Дбар в связи с недопуском аккредитованных журналистов на заседание Комитета по экономической политике и реформам Народного собрания парламента Республики Абхазия. В своем обращении Заводская сообщила, что на заседание парламентского комитета, несмотря на имеющуюся у них аккредитацию, также не были допущены двое ее коллег. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска МВД совместно с сотрудниками роты спецсопровождения УГАИ МВД и ОГАИ ОВД по Сухумскому району на посту Ишера задержали жителя Сухумского района Адлиба Джансуха Ивановича, 1978 года рождения. Адлиба 17 июля примерно в 13:30 часов, находясь в общественном месте на территории, прилегающей к зданию парламента, произвел выстрелы из огнестрельного оружия в направлении сотрудников правоохранительных органов, которые несли службу. Новую программу изучения абхазского языка в детсадах разработали Министерство просвещения и Институт педагогики, сообщает Апсны пресс. Эту тему на днях обсудил президент Аслан Бжани с руководством Министерства просвещения, Комитета по языковой политике, руководителями отделов образования городов и районов республики, сотрудниками Института педагогики. Новая методика позволяет обучать языку с использованием игровых элементов, интерактивных методик, сообщила первый замминистра просвещения Ада Кварчелия. Глава государства подчеркнул важность обсуждаемой темы и обещал оказать необходимую поддержку специалистам. Подробности в материале из рубрики «Амшахтыс» в нашем эфире после выпуска новостей. Проблемам сохранения абхазского языка и апсуара был посвящен круглый стол в Абиге имени Гулия. Недостаточно просто обсудить эти вопросы, отмечали в выступлениях общественные деятели, языковеды, старейшины Абхазии. Необходимо выработать конкретные способы и пути решения накопившихся проблем. Без политической воли не будет успеха в этом деле, подчеркивали выступавшие. А университеты и институты أخي يخبيهم تزحوا أبس شزحوا خشم الشبزيح يوهر بزيرو بعد تبن مش شبزيح وياه أبصرقنا ونيزر سبي يالسي سبصروا بند زحوا يتبوبها أتاكو يتود ويالسر نشوف زعيم غاز أتبن أبري أشكولا قنا زي ورد قلنا بسرخيو قوم بزرخيو قوم يشفاق ويشفيل قادو ماч حشنيشنيوا وسحو حالك تشكل برنامج إنه أبصر بس شو ودايو بترات سجوب يحارب سرش بيحرماجب سخزوح يتكلم ساقب شو سالك خنيجي ببشنيجي بسرابخه يتزوز أبصر بس في أبصر سكرتير الليتراتورة ينز اليوم تبع وسقن بيام تينز ساخرك بقامو بيخدر ماش بزوقو بخا وسقن ياشح حب السويت حنكاري نرقة تزومز دورس قن بيتاجا ناكرت وقن بيتاجا مشيلة يالر زوزيوم تبقى نخا وفي خي حجيمة شيء حبسوا شقويترا
يحاجي مشي تقلز عشا بملي فلاديسلاف أرزنبا يالي مرشي شاي بسش الاحتشاج بها يخاف زالاجي أبسنا حنتكرر كونستитуция قن يمربي أبسوا حنتكرر يخاقول أبسوا بالفيزم دروازر حنتكرر دخام قلايتها وسنبخا أرزيوجي تراويجي أنخويجي حزن بكزيجي أتعشر زمو زابسوا بزفي بخارز دخو أول حكو. Видеоверсию круглого стола, посвященного проблемам сохранения абхазского языка и абсуара, состоявшегося в Беги имени Гуля, смотрите в эфире АБЗ ТВ в ближайшие дни. В фонде абхазского языка прошла презентация книги «Белая птица», посвященной работам и жизни Дианы Гумба, талантливой переводчицы, безвременно покинувшей этот мир в 1992 году в возрасте 28 лет. На мероприятии друзья и родные девушки поделились воспоминаниями о Диане, продекламировали отрывки ее переводов. Подробнее в репортаже Нестора Инапшпа. Как вспышка молнии, так близкие Дианы Гумба характеризуют жизнь этой талантливой переводчицы, слишком рано унесенную тяжелой болезнью. «Белая птица» — одновременно и сборник ее работ, и воспоминания о ней самой. В этой книге подруга девушки, Гунда Сакания, собрала переводы Дианы, относящиеся к трудам Алексея Гогу и Алексея Джения, стихи, написанные в ее честь, письма и фотографии, освещающие жизнь переводчицы. Я каждому благодарна, кто помог собрать как бы по крупицам, вот как бы все те минуты жизни, которые заполнили нашу память. Это очень важно. Несмотря на все трудности, возникшие при сборе всех нужных материалов, и многие препятствия, сдвинувшие выпуск книги на год, она все же ушла в тираж. Многие произведения, напечатанные в данном сборнике, ранее не переводились на русский язык. Мне кажется, любой читатель почувствует вот дух оригинала и почувствует образы абхазского языка и философию абхазской жизни. Часть презентации была посвящена декламации переводов произведений, которые включены в сборник. В их числе «Звездопас» Алексея Джения. А сын ее едва не сошел с ума. И ведь все это время он не видел своего стада. Но сейчас ненастье прошло, и сквозь плетенку старой Пасхи он видит и смотрит на ясное звездное небо. В синей долине пасется его стадо, с которым он был разлучен вот уже 30 дней и 30 ночей. Видишь, как отдаляется от всех. Он смотрит, сродясь на звезду Абазина. Можно подумать, только у него и у Бога есть борода. И все время подставляет ее ветру, будто хочет сказать, что может быть для тебя приятнее, чем поглаживать мою бороду. «Белая птица» появилась благодаря помощи родных и университетских друзей Дианы Гумба. Благодаря им удалось собрать информацию о переводчице, ее рукописи и фотографии. Скоро книга станет доступна читателям. Нестор Инапшба, Валерий Квикискири, АБЗ ТВ. Вступительные испытания кандидатов на поступление в высшее военное учебное заведение Минобороны России проходят в Министерстве обороны Абхазии. Прием в вузы Минобороны России организуется в 2 этапа. Первый этап – предварительный отбор проводится в Министерстве обороны для военнослужащих командованием воинских частей. В ходе первого этапа определяется соответствие кандидатов требованиям, установленным законодательством Абхазии для граждан, желающих проходить военную службу по контракту, в том числе по уровню образования, возрасту, состоянию здоровья, профессиональной пригодности. Пожар на полигоне твердых бытовых отходов в селе Шашикуара Галского района обещают окончательно потушить в ближайшие сутки. В работах задействовано 25 человек. Это сотрудники местной администрации, Сухумского ЖКХ и МЧС, сообщил «Спутник», первый замглавы района Дмитрий Адлиба. Они пытаются локализовать возгорание, чтобы потом ликвидировать его. Для этого мусор переворачивают с помощью спецтехники, поливают водой и закапывают. Дождь, который прошел в ночь со среды на четверг, немного облегчил задачу огнеборцам, но с утра вновь установилась жаркая погода. Общая площадь полигона 9 гектаров. Пожар там вспыхнул во вторник, 16 июля. В марте этого года редакция нашего канала делала репортаж о проблемах с вывозом мусора из столицы. Мэр Сухума и главный санитарный врач республики
Рассказывали о том, что к концу июня завершится вывоз мусора с перевалочного пункта в новом районе, а также заработает новый мусорный полигон в селе Кацыкыт. Но не случилось ни того, ни другого. Наши корреспонденты решили выяснить, как обстоят дела с вывозом мусора в настоящее время. Слово Мариане Котовой. В Абхазии в очередной раз загорелся мусор. Но это в городе Гал. От столицы далеко. Да и пожарные вновь быстро среагировали и ликвидировали пожар. Но тот факт, что свалка в селе Щащикуара разрастается с геометрической прогрессией, в то время как новый полигон в Булырыбском районе никак не могут запустить в работу, с большой неохотой принимается во внимание. Сроки сдачи полигона, которые призваны разгрузить основные мусорные свалки, постоянно отодвигаются. В принципе, строительно-монтажные работы там завершены. Сейчас завершается работа по очистным сооружениям, и я думаю, там месяц-полтора, наверное, не мы ведем работу, ведет работу управление капитального строительства со своими подрядными организациями. Я думаю, что в ближайшее время, как только нам дадут отмашку, да, что можно будет уже заниматься и развивать там, как говорится, мусорный полигон. Это интервью было записано в середине марта. Сейчас, в середине июля, еще нет обозримой даты запуска этого нового полигона. Дело в том, что новый полигон не просто площадка, подготовленная к сбросу бытовых отходов, каким мы и привыкли. Это высоко оборудованный инженерно-технический комплекс. Здесь мусор будут принимать, сортировать, прессовать и утилизировать в новом экологичном формате. Это живописное место расположено в селе Кацыкыт. На фоне гор располагается мусорный полигон. А это конвейерная лента, на которой будет происходить сортировка мусора. Мусор будет подвозиться к краю ленты, а затем подниматься со скоростью 10 сантиметров в секунду. Поднимаясь, он будет отсортировываться. Твердые бытовые отходы от пакетов, которые завязаны. Есть место, где эти пакеты будут разрываться специальными агрегатами. Вот в этом сепараторе будет отделяться мусор, тот, который подлежит сортировке, от того, который подлежит прессованию. А затем мы зайдем в цех, где будет происходить процесс сортировки вручную. Сигнал дает знать рабочим, что лента приведена в движение. Вот так по ленте мусор двигается к постам, где будут находиться сортировщики мусора. У каждого будет своя задача. Кто-то будет собирать пластик и забрасывать в этот контейнер, кто-то будет собирать бумагу, забрасывать ее в этот контейнер. Дальше по движению будут расположены люди, которые будут отделять стекло от остального мусора. Из контейнеров, которые мы видели в цеху, мусор будет высыпаться через вот эти отверстия в контейнеры, которые будут подъезжать сюда и собирать бутылки, пластиковые, стеклянные, бумагу. А вот по этой ленте в кузов машины будет поступать мусор, не подлежащий сортировке, а тот, который нужно будет захоранивать. По словам подрядчика, начальника управления капитального строительства Тимура Агарба, если полигону удастся найти покупателя для отсортированного вторсырья, то он сможет сам себя окупать и даже зарабатывать. Вторсырье – это пластик, бумага и так далее, прессуется и остается на полигоне. Это уже как бы эксплуатирующая организация, как настроит работу. То есть металл, у нас есть организации, принимающие металл, там пластик и бумага, насколько мне известно, тоже как вторсырье принимается. То есть я считаю, что при правильной организованной работе этот полигон может как предприятие зарабатывать и содержать саму себя и развиваться. Чтобы построить новый полигон и оснастить его, потребовалось 136 миллионов. Освоено 125 из них. Еще 30 понадобилось для того, чтобы дополнить полигон очистными сооружениями. Строительство затянулось не на 1 год, по словам Тимура Агарба, по объективным причинам. Было много причин, по которым работы невозможно было завершить ранее, в предыдущие годы. Это установка очистных сооружений, то есть оборудование по очистным сооружениям и оборудование по сортировочной линии. Изначально планировалось, что она будет собираться производителем в Российской Федерации, но в 2022 году производитель из российского рынка ушел, и поэтому пришлось оборудование перезаказывать в Белоруссии. Поэтому такие задержки были. Сегодня все работы завершены. По словам сотрудника мусорного полигона, он возводился на его глазах. Из болота тут выросло современное техническое сооружение, которое, как он надеется, положит начало новой эпохи в жизни села и страны.
Здесь то, что вы сегодня видите, 50 сантиметров было по проекту. Засыпали, утром пришли, нету ничего, утонуло. Здесь есть местами, где метр, где 1,5 засыпано. Я тут с первого дня нахожусь. А вот на чем мы сейчас стоим, здесь 3 слоя бетона. Не просто слой бетона. Вот так вот арматуром зашито. Днем и ночью тут люди работали по 50, по 60 человек. Днем и ночью работали, чтобы успеть. Ну, то, что видите, вот видите. Потом приехали, этот камень им не понравился, заставили землей засыпать. Вот это вот сейчас красиво. А то, что там видите, это, конечно, красавица. После того, как места для захоронения отходов, так называемые карты и линия по сортировке мусора уже были готовы, понадобились очистные сооружения. Для того, чтобы стоки, которые непременно будут отходить из мест складирования прессованных отходов, не загрязняли почву. Система очистки инфильтрата, который будет собираться в одном из слоев полигона, позволит удалять токсины и спускать уже чистую воду в близлежащую реку. Какой органика, которая будет захораниваться, она, естественно, выделяет инфильтрат через систему дренажей, которые там на дне полигона обустроены с помощью бетонированных матов. Через систему дренажа попадает непосредственно сюда, на входную и входную часть очистных сооружений. И дальше уже по цепочке через отстойники идут этап очистки всего этого инфильтрата. Значит, здесь применяется водород, применяется щелочь с помощью дозаторов и контроллера регулируется именно необходимое количество требуемых кислот, щелочей, для того, чтобы это можно было все обеззаразить. Значит, в дальнейшем после грубой очистки уже попадает на выходной блок, там стоит обратный осмос. Это очень такая продвинутая технология, которая позволяет очистить любую жидкость до состояния питьевой воды. Дорогостоящая очень сама по себе история. На вопрос о том, не станет ли полигон очередным предприятием, открытия которого так ждали, но не дождались, как, например, молочный завод, Куарчальский бассейн или завод по фасовке меда, Руслан Авицбе отвечает с надеждой, что раз уж вложено столько миллионов, то заработать должно. Это не та история, которую необходимо на полпути бросить. И, во-первых, сюда вложены немалые средства, во-вторых, необходимость полигона и вывоза мусора с ближайшей территории, она очень острая. Мы сами понимаем, что у нас в городе творится с мусором. Вот. Во-первых, расположение, то есть плечо 25 километров намного выгоднее, скажем, экономически, чем возить в ГАУ. Для сотрудников тут предусмотрели места для отдыха. Есть душевые, горячая вода. Работников планируется кормить. Но желающих работать на полигоне, как ни странно, среди местного населения пока нет. Мы обращались с руководством Гулерипского района, учитывая, что полигон находится прямо здесь, на территории. Было бы удобно логистически, чтобы сами жители села приходили бы как на работу и работали здесь. Хотя, по большому счету, для них все условия созданы для будущих рабочих. Это вот и вагончики, где можно, там они оборудованы кондиционерами, душевыми, кухней. Плюс, учитывая ближайшую расположенность самого села, ну и обеспечить занятость, тоже это было бы все удобно. Но, к сожалению, несмотря на все обращения, пока никаких откликов именно к тому, что кто-то желал бы работать, здесь нет. Поэтому, наверное, придется... Администрация города предлагает достаточно высокие зарплаты для сотрудников полигона. Поэтому надеются, что на постоянную работу сюда придут местные жители, а не гастарбайтеры. Около 12 человек в смене – это как минимум то, что нам необходимо. Набор людей мы ищем, просим, обращаемся к местному населению, кому удобно, чтобы они могли прийти, сказать, что они готовы работать. Мы запишем, как только запустится, мы взяли бы их всех на работу. Значит, оплата труда в районе от 30 до 50 тысяч рублей, в зависимости от работы, какой будет у каждого. Хотелось бы видеть, чтобы люди безработные нашли себе здесь работу. Это, в принципе, хороший достаток для семьи будет. Посмотрим. Пользуясь случаем, прошу, чтобы меня услышали. Это всем надо, всей республике, нашему городу, Гулерипскому району. Было бы неплохо людей нанять не
приезжих откуда-то, а местных, которые сегодня нуждаются в работе. Пока полигон в селе Кацикет не запущен, мусор из Сухума продолжают возить в ГАЛ. Но возить сразу после сбора мусор в тех же машинах технически невозможно, потому что не все из них предназначены для перевозки мусора на дальние расстояния. Поэтому мусор сначала складируют на территории спецавтохозяйства. А когда его собирается достаточное количество, собирают в машины и вывозят. Получается, в Сухуме образована еще одна, небольшая, но свалка. Располагается она также на Маяке. Свалка в новом районе также еще не ликвидирована. Хотя устранить ее было обещано в крайнем случае к концу июня. Я очень надеюсь, что у нас получится там до где-то, может быть, где-то постараемся до начала лета, ну, может быть, зацепим 1 месяц, имеется в виду июнь, как-то так. Просто постоянно отодвигаются свалки? Отодвигаются ввиду разных причин. На самом деле тут надо признать, что мы как бы разными способами пытались это дело как бы осуществить, поэтому вот пока так. Тормозит открытие свалки в Гулерыбском районе 2 фактора. Во-первых, нужно отремонтировать дорогу, ведущую от центральной трассы. Такая договоренность была с жителями села, когда они стали протестовать в ответ на новость о строительстве полигона рядом с их домами и пастбищами. По словам Тимура Агарба, этот вопрос будет решен до конца лета. Дорога, ведущая на мусорный полигон через территорию, через населенный пункт, значит, ее сметная стоимость составляет 120 миллионов рублей. Но часть средств мы ее разбиваем на этапы. Сейчас одну часть дороги сделаем в этом году, то есть 35 миллионов рублей в бюджете у нас на это предусмотрено. И вторую часть мы будем уже в 2025 году доделывать, то есть на 2 этапа разбиваем. Приступают к работам по капремонту дороги уже на новой неделе. Сейчас мы подписываем контракт, и я думаю, что в течение месяца эти работы будут завершены. Вторая причина задержки в запуске мусорного полигона – отсутствие финансирования затрат на покупку недостающей техники. Да и все его функционирование еще не заложено в бюджет. Здесь помимо запуска необходимо прежде всего еще провести ряд мероприятий, которые необходимы для нормальной функциональной работы. Это, значит, во-первых, строительство навеса на сортировочной линии. Это обязательный фактор, потому что в непогоду людям будет очень тяжело сортировать мусор, и потом, когда он мокнет, то есть через сортировку он уже будет совершенно по-другому идти. Значит, еще необходимо приобретение техники. Это самосвал, это погрузчик. Это дизель-генератор, источник бесперебойного питания. Вот, значит, потом необходимо оборудовать непосредственно саму карту полигона, либо бронзбойтами, либо специализированной машиной, которая в жаркое время года будет поливать его обязательно, для того, чтобы он не возгорался. То есть еще огромное количество мероприятий, которые необходимо довести до ума. А Абхазия продолжает производить мусор днем и ночью, беспрерывно. Сезонное увеличение численности населения все больше нагружает мусорки. А если рост числа жителей Абхазии перестанет зависеть от времени года, то мусорный коллапс обеспечен. Поэтому важным вопросом встает культура ежедневной утилизации мусора самим населением. Мир переходит на более рациональное потребление и раздельный сбор отходов. По словам Беслана Эшба, сначала нужно создать инфраструктуру, а потом подтягивать сознание людей. Надо от обратного не с людей начинать, а с подготовки инфраструктуры. Вот я так думаю, во всяком случае, да. Но уберем мы мусор в новом районе. Построится полигон. У нас какая-то система появится, да, вот так вот. То есть появление полигона в Гулиевском районе как работающей структуры позволит от обратного начать выстраивать цепочку. И прийти уже до, как говорится, мусорных баков или мусорных урн, там уже смотреть. Это будет еще и облегчит работу самой сортировки. Но пока нет ни обозримых сроков открытия полигона, ни надежды, что вдруг в один прекрасный день все население страны откажется от пластика или начнет сортировать бытовые отходы. Или хотя бы научится доносить мусорные пакеты до урны, без стимулирующих со стороны государства мероприятий. Марианна Котова, Инна Лагухава, Валерий Кивкивскири, Абаза ТВ. Льготный проезд в общественном транспорте для пенсионеров и школьников могут ввести в Сухуми. Сейчас идут переговоры с ЭТП, сказал в программе «Главный четверг» на радио «Спутник» глава комиссии по вопросам ЖКХ столичного горсобрания Виктор Акуция. В зависимости от их результатов проезд может быть бесплатным или со скидкой в 50%.
Новости культуры. Хибла Гирзмава подарила рояль Пицунскому храму. Оперная дива отметила, что храм – священное место и важная часть фестиваля Хибла Гирзмава приглашает. В его стенах выступало много именитых артистов. В этом году мы решили подарить собору памятный символ рояль Бёзендорфер. Пусть в дорогом сердцу месте всегда звучит музыка, написала она. 22-й фестиваль Хибла Гирзмава приглашает открылся в Сухуми 15 июля. Следующий этап – Пицунский храм, где 20 июля выступят солистки оперного класса Московской консерватории. Международный музыкальный фестиваль 2024 будет проходить с 29 июля по 3 августа в Государственном концертном зале Пицунского храма. Художественный руководитель и генеральный директор фестиваля, выпускник Московской государственной консерватории имени Чайковского Барас Куджба. В этом году в фестивале примут участие артисты из Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Китая, России, США и Турции. В фестивале также будет участвовать государственная хоровая капелла Абхазии под руководством народного артиста Абхазии Надара Чанба. В 2024 году создан фонд Пицунского международного музыкального фестиваля, который намерен поддерживать молодых артистов и музыкальных деятелей Абхазии. Столетию со дня рождения абхазского скульптора Марины Эшба посвящена фотовыставка, которая откроется в пятницу, 19 июля в Музее Банка Абхазии. Организатор экспозиции – Союз художников Республики Абхазия, Центральный выставочный зал. Внимания воды не будет. В связи с проведением ремонтных работ в пятницу, 19 июля, с 9 утра до 20:00 вечера будет прекращена подача воды в районах города Сухум. Нижняя часть старого поселка, улица Семерджиева, улица Станционная, улица Деповская, улица Бегуа, улица Войнахская, район вокзала. Также будет ощущаться нехватка воды на верхних этажах высотных домов в центре города. О спорте. Спортсмены из Абхазии примут участие в 9-х играх народа Абаза. Отдел ВААК по развитию молодежи и физической культуры и Государственный комитет по делам молодежи и спорту провели встречу со спортсменами, которые примут участие в играх. Игры народа Абаза – это спортивные соревнования, в которых принимают участие команды Абхазии и абазинских аулов Карачаево-Черкесской республики. Местом проведения игр в 2024 году станет аул Апсуа Абазинского района Карачаево-Черкесской республики. Культурно-спортивный фестиваль продлится с 21 по 23 июля. Он будет состоять из двух частей – Дня культуры народа Абаза и игр народа Абаза. День культуры Абаза традиционно отмечается 23 июля вместе с Днем государственного флага Абхазии. В завершении выпуска прогноз погоды. В пятницу, 19 июля, в Абхазии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако из-за перепадов температуры воздуха ночью местами возможен кратковременный слабый дождь. Атмосферное давление пониженное, 754 миллиметра ртутного столба. Ветер слабо умеренный, температура воздуха ночью 20-25, днем 27-32. Температура морской воды плюс 27, волнение морской воды слабое и значительное, относительная влажность воздуха 60-90%. На этом пока все. За развитием событий следите вместе с нами. До встречи.